Кто они, иностранные инвесторы? Насколько комфортно им работать в Казахстане? Какие инвестиционные проекты они воплощают в жизнь? Какие сферы казахстанской экономики интересуют их прежде всего? Обо всем этом герои программы «Успешные иностранные инвесторы» расскажут сами. Накануне нового 2014 года в специальной экономической зоне Астана-Жаңақала случилось особенное в новейшей истории Казахстана событие. Здесь была заложена капсула на месте строительства завода по производству колесных бронированных машин. Это едва ли не первое столь масштабное предприятие оборонной промышленности, которое планировалось создать на территории республики. И уже спустя без малого 2 года состоялось открытие завода, полностью созданного на частные инвестиции. Их объем составил свыше 7 миллиардов тенге. Соучредителями предприятия выступили национальная компания «Казахстан Инжиниринг» совместно с «Казахстан Инжиниринг Дистрибьюшн» и компанией из ЮАР «Paramount Group». Наша цель – производство бронированных машин и специальной техники самого лучшего качества. Мы очень гордимся нашим предприятием. Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев торжественно открыл завод в конце 2015 года. Сразу после этого началось реальное производство. Заместитель генерального директора совместного предприятия «Казахстан Paramount Engineering» Йохан Луис Делпорт, представитель крупнейшей компании в ЮАР Paramount Group, работающей в аэрокосмической и оборонной сферах промышленности. Она уже многие годы обеспечивает готовые интегрированные решения для глобальной обороны, миротворческих сил и внутренней безопасности. Компания инвестировала в экономику Казахстана, поскольку уверена в высоком спросе на продукцию совместного предприятия не только в Центральноазиатском регионе, но и далеко за его пределами. Господин Делпорт пригласил нашу съемочную группу на экскурсию по уникальному заводу. Good morning. Доброе утро. Please have a seat. По традиции, новый рабочий день начинается с планерки. Обсуждаются оперативные вопросы, сверяются графики. При этом, несмотря на то, что коллектив завода и топ-менеджмент предприятия едва ли не на 99% сформированы из национальных кадров, обсуждение с легкостью ведется на английском языке. Yes, of course. It does preventive maintenance for like in 1 week, what we have to do in 1 month. Okay, this is the engineering section. Здесь находятся наши инженеры. Это временный офис. Скоро они переедут в более просторное помещение. Представитель иностранного инвестора предпочитает лично вникать в каждую деталь. Ведь в случае с военной техникой мелочей не бывает. И особенно важно контролировать процесс на стадии проекта, когда инженерная мысль без труда корректируется и доводится до совершенства. Мы с вами побывали в офисе наших инженеров, а сейчас мы направляемся туда, где происходит самое интересное. Здесь производятся наши бронированные машины. Это производственный цех, сердце нашего завода, наша гордость. Вы видите результат инвестиций, сделанных за последние 12 месяцев. Здесь можно увидеть логотипы наших компаний-соучредителей. Это южноафриканская Paramount Group и Казахстан Инжиниринг. Эти компании являются инвесторами совместного предприятия «Казахстан Paramount Engineering». Наши станки очень дорогие. Они изготовлены именно для нас с учетом специфики нашей работы. Все это заслуга наших инвесторов. Слева от меня находится станок лазерной резки. Это один из самых больших станков в Казахстане. А это станок гидроабразивной резки. На данный момент он применяется для резки стали толщиной 20 мм. Для этого используется струя воды под высоким давлением. Этот станок спроектирован и изготовлен специально для нас.
Хочу заметить, что гидроабразивная резка – это так называемый холодный процесс. Здесь не используется тепло. Это очень хорошо для сварки, поскольку не происходит нагревание металла. You can see this is a cold process. There's no Соответственно, нет термического влияния, а значит, мы избегаем повреждения стали. affected zone. There's no cracks in the steel. On this side we have a very large bending press. А здесь у нас имеется листосгибочный пресс. Он также был спроектирован и изготовлен специально для нас. In this machine we can bend the plate for the С помощью этого станка мы можем гнуть стальные листы под нужным углом. It's a fully CNC machine, and we can bend up to 25 millimeter steel. This is our incoming steel. Это сталь, которую мы получаем от партнеров. Она необходима для производства бронированных машин. For the armored vehicle. In this area you can see already После резки и гибкие металлические листы попадают сюда, и мы готовим их к сварке. it comes to this section, and we start with На каждом фрагменте имеется свой номер и свой сертификат. the plate is numbered, and each plate is referenced to the original material certificate. You can see some Здесь происходит предварительная сборка и сварка. Каждая команда делает свою филигранную работу. У нас очень хорошие специалисты. Они проходили обучение в ЮАР. We have a very good team. They were trained in Africa. Our welding machines are all electronic. Все наши сварочные машины высокотехнологичные, оборудованные современнейшей электроникой. Они высочайшего качества и очень надежные. Все параметры их работы запрограммированы. После того, как сварен корпус, основа будущей бронированной колесной машины, его тщательно обрабатывают. На этой стадии это еще очень сырой продукт. You can see a completed hull here. Мы с вами видим уже собранный корпус бронированной машины, все сварочные работы завершены, и он готов к проверке. После проверки наш корпус ждет дробеструйная обработка и покраска. Section, which is shot blasting and final painting. First of all, we have Прежде всего, корпус должен пройти очистку стального корпуса от шероховатостей, и только после этого он отправляется на окончательную покраску. before we do the final painting. This is Подготовительные работы перед покраской корпуса уже заканчиваются. Я хочу показать вам помещение, где его будут красить. А это линейный менеджер этого подразделения «Алмаз». Как дела у вас сегодня? Очень хорошо. Сейчас наш корпус находится на последней стадии покраски. Прежде он прошел дробеструйную обработку. После этого корпус красят в белый цвет. Потом красят внутреннюю часть в серый либо зеленый цвет согласно требованиям. И в самом конце мы красим наружную часть также согласно требованиям клиента. Это очень важный процесс, поскольку после сборки бронированной машины будет очень сложно ее перекрасить. And then finally, we do the outside of the vehicle with 2 coats of final paint, also to the specification of the client. It is very important that the paint is of good quality. After the vehicle is assembled, it's very difficult to repaint. Мы находимся внутри инфракрасной сушильной камеры. После покраски корпус бронированной колесной машины отправляется сюда. Здесь имеются специальные лампы, с помощью которых процесс сушки ускоряется и происходит в соответствии с правилами. And then from here it moves out into the assembly line. Следующий этап – монтаж необходимого оборудования, который производится в сборочном цехе. Руководитель подразделения Ержан Исеев трудится на заводе едва ли не с самого начала деятельности предприятия. This is the assembly workshop, and Это цех по сборке бронированной машины. Справа от меня находится участок, где происходит тест-драйв на водонепроницаемость. we also doing the road tests. And После него корпус ждут еще несколько тестов согласно техническим требованиям. technology. Here is the power pack assembly section. А это секция по сборке системы электропитания. Мы получаем ее от поставщика в таком виде и устанавливаем в ней трансмиссию, радиаторы, топливную трубку и охлаждающую трубу. We start to assemble it. We fit the transmission, we fit the radiators, all of that, fuel tubes, the cooling tubes, and so on. And then this is the После этого система электропитания монтируется в корпусе машины. power pack will go to the hull. And then here you can see the holes. Этот корпус уже покрасили, теперь мы начинаем его укомплектовывать. From the painting
Прежде всего устанавливаются колеса, затем поэтапно монтируются другие детали. First we put it on the wheels, and then station by station we start to build it, and then after it В самом конце мы устанавливаем изоляцию, электрические компоненты, кондиционер, стекла, двери, внутреннее и дополнительное оборудование. Glasses, doors, internal fitment, external fitment. И наша бронированная машина будет практически готова. It's ready. This is now made in Kazakhstan product. Это бронированная машина, сделанная в Казахстане. Мы имеем соответствующий сертификат и гордимся этим. Доля казахстанского содержания составляет примерно 40%. В будущем мы намерены увеличивать ее. Наш завод способен производить 120-200 машин в год. Сегодня мы еще не достигли такой отметки, но мы усердно работаем и совсем скоро добьемся выполнения поставленных задач. Мы будем производить бронированные машины без дефектов отличного качества для Министерства обороны и других государственных организаций, а также для клиентов из всего Центральноазиатского региона. Это будут не только «Орлан» с колесной формулой 4х4, но и БТР «Борис» с платформами 6х6 и 8х8. But also the Boris 6x6 and the Boris 8x8. 50% материалов для производства техники планируется закупать в странах Евразийского экономического союза. Уже достигнуты предварительные договоренности о кооперации с КАМАЗом. Это унификация двигателей, мостов и электрических систем. Помимо выполнения заказа для внутреннего рынка, предусмотрен экспорт не менее чем в 12 стран – Россию, Китай, а также страны Ближнего Востока. В частности, подписан меморандум с Иорданией, куда будут поставлены 50 единиц техники в течение года. Я хотел бы рассказать о 8-колесном БТР «Борис». По моему мнению, это одна из самых лучших в мире бронированных машин с платформой 8х8. Его максимальная скорость достигает 110 км в час. Максимальный вес – 20 тонн. При этом БТР способен перевозить груз весом до 8 тонн и даже больше. Погрузка в машину осуществляется через заднюю дверь. Военнослужащие могут запрыгнуть в нее на ходу через этот довольно широкий проем. С такой же легкостью они могут покинуть машину во время движения. Система вооружения, которым будут оснащаться БТР, зависит от выбора клиента. Тут очень много возможностей. Мы хотим поскорее начать массовое производство бронетранспортеров «Борис». Думаю, это станет возможным в течение года, в крайнем случае через 18 месяцев. Высокотехнологичное оборудование позволяет выполнять на предприятии весь цикл работ по производству бронированных колесных машин военного и гражданского назначения. От лазерного раскроя листового металла и сварки бронелистов до монтажа необходимого оборудования и полной комплектации. Это действительно первый подобного рода инвестиционный проект на территории Казахстана. Идея о создании этого завода зародилась в 2013 году. Эту идею подал основатель южноафриканской частной компании Paramount Group Ivor Ичиковиц. Came from the founder and chairman of Paramount Group. He's a South African, Mr. Ivor Ичиковиц. He had this idea to... Он хотел расширить деятельность своей компании в Центральноазиатском регионе. Для этого был выбран именно Казахстан. Wanted to expand into the Central Asia area. It was not difficult to choose Kazakhstan as a Страна имеет идеальное расположение для открытия такого предприятия. Правительство Казахстана, местные инженеры и технические специалисты способствуют успешному развитию данного бизнеса. With 20 years plus independence, it was the ideal location for starting up a new venture. Also with the willingness of the Kazakhstan people, the Kazakhstan government and other authorities, it was quite easy to start the negotiations and to get the investors to invest in this project. I have to point out that it's very important to understand that investment does not only mean... Хочу заметить, что инвестиции – это не только финансовые вложения.
other inputs Это также интеллектуальная собственность и различные ноу-хау. for a project of this nature. We talk about investment in IP, intellectual property. We're talking about investment of technical know-how. Инвесторы предприятия строят большие планы на будущее. Уже сегодня здесь идет процесс обновления технологий. Наряду с этим компания инвестирует в развитие человеческого капитала. Обучение за рубежом прошли 55 сотрудников. Это более трети всего коллектива. Руководство завода старается также привлечь на производство болошаковцев. Меня зовут Аюгоз Абдрахманова. Я работаю промышленным инженером. Я обладательница президентской стипендии «Булашак». Получила образование в США. Это моя первая работа. Она мне очень нравится, потому что это новый проект для Казахстана. И здесь работает команда лучших инженеров. По мнению специалистов предприятия, проект «Казахстан Paramount Engineering» очень конкурентоспособен и просто обречен на успех. The project is on the production of the armored wheeled vehicles. It's a very attractive project in terms of Проект по производству бронированных машин довольно привлекателен в финансовом отношении, и на это есть три причины. Прежде всего, выпускаемые нами машины являются одними из самых лучших в мире. Second point is that we don't have any competition in the market because Вторая причина – это то, что у нас на рынке нет конкурентов, потому что в регионе нет подобных предприятий. from the clean sheet up to the ready vehicle. И третья причина – на нашем предприятии трудятся лучшие специалисты. Сейчас на предприятии работают примерно 150 человек. У них хороший оклад, прекрасные условия труда. And I'm happy to say that currently on the Arlon project, И я рад подчеркнуть, что в проекте «Орлан» доля отечественного содержания составляет 39%. 39% of the local content, and we are eager to Мы намерены увеличить ее до 50% в ближайшие 2 года, и мы не собираемся останавливаться на этом. and moreover we will then have to increase it. Возможно, к 2020 году мы будем производить бронированные машины уже со 100% долей казахстанского содержания. Will be fully Kazakhstani vehicles. Первая партия бронированных четырехколесных машин «Орлан» уже поступила на вооружение казахстанской армии. Ее вес составляет 16 тонн. Она адаптирована к суровым климатическим условиям и может эксплуатироваться при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Но главное, машина обладает усиленной противоминной защитой и способна выдерживать стрельбу бронебойными патронами калибра 7,62 мм. Well, this is famous Arlan vehicle that has been deployed to Kazakh army. Эта бронированная машина «Орлан» очень мощная, может ездить как по шоссе, так и по бездорожью. Также может легко преодолевать препятствия, такие как, к примеру, холмы в казахской степи. Kazakh steppe. Also, the vehicle is equipped with a modern technology, Она оснащена самым современным оборудованием и автоблокировочной системой. parts, and also it's equipped with the latest ABS system, and it can go up to 100. Скорость движения «Орлан» по шоссе 100 км в час, а по бездорожью до 80 км. It includes radio, it includes heating system. В машине установлены радиостанции с системой внутренней связи, система климат-контроля, тепловизор и камера ночного видения. «Орлан» оснащен дистанционно управляемым боевым модулем, который позволяет военнослужащим вести огонь, находясь внутри машины. Of the vehicle. Проект «Казахстан Paramount Engineering» позволит в первую очередь повысить обороноспособность Казахстана и повысить экспортный потенциал страны. Наряду с трансфертом новейших технологий, деятельность предприятия по производству бронированных колесных машин и БТР увеличивает число отечественных кадров, высококвалифицированных специалистов технического профиля. Regarding my own experience as На основании своего опыта и как гражданин другой страны могу сказать следующее. Я работаю в Казахстане около 1,5 лет, и мне очень нравится моя работа. months working for Kazakhstan Paramount Engineering, and it's just Коллектив принял меня тепло. Мы быстро нашли общий язык, и это большая честь для меня. here to be accepted within Kazakhstan, to be accepted by the team of Kazakhs that we have chosen to do this project. Казахстан – динамично развивающееся государство. Для успешного движения вперед у страны есть все возможности.
Я думаю, в этом есть также и заслуга зарубежных экспертов, которые помогают местным специалистам, обучают их и передают самые современные технологии. Мне очень нравится жить и работать в Казахстане. Пока я не задумываюсь о возвращении в ЮАР. Я надеюсь еще долгое время трудиться в этом коллективе.